Семья Закаева точно была целью для них. Там обещано до 10 миллионов. Успех будет считаться либо убийство, либо депортацию, экстрадицию в Россию. У нас сегодня на прямой связи из Лондона премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев, только что из Украины, из Киева. Приветствую, Ахмед. Приветствую, Инна. Андрей, приветствую. Ассаламу алейкум, салам ашалду. Приветствую всех наших слушателей, зрителей на оккупированной территории, тех, кто сегодня оказался вынужденно за пределами нашей исторической родины. Салам алейкум, салам ашалду, массайга. Алейкум салам. Ахмед, с приездом мы знаем, что ты только что вернулся из Украины, из Киева. И пока вот мы хотели с тобой записать такие позитивные новости по твоему пребыванию в Украине и Киеве, пришли новости совсем даже не мажорные, не позитивные, о том, что на тебя готовилось очередное покушение. И об этом сообщило издание The Insider. Собственно говоря, спасибо большое ФБР, которое предотвратило покушение. Речь шла о том, что заплатили какие-то колоссальные деньги. Человек из нового секретного центра 795, в котором элитные грушники и ФСБшники, их задание ликвидировать оппонентов Путина, готовить диверсии в Европе. Сотрудники ФБР раскрыли это покушение, собственно говоря, на тебя. Это Денис Салимов. Показали его фотографию. Его арестовали в Колумбии в феврале этого года, буквально вот в прошлом месяце. ФБР смогло арестовать еще год назад проживающего в Америке серба-черногорца по имени Дарко Дурович, он называется, и практически ему была возложена задача найти, похитить или убить 2, а возможно 3 целей. В подтексте этих обвинительных актов есть 2. Один против Дуровича, второй против Алимова. Мы знаем, что они достаточно важны для Кремля, чтобы по каждому из них была предложена оплата $1,5 миллиона. Это очень высокая цена для заказных убийств, тем более для заказных депортаций, как они это называют в Россию. А третья цель для нее была обещано до 10 миллионов. При этом было сказано, что эту цель можно довести то есть успех будет считаться либо убийство, либо депортацию, экстрадицию в Россию. Внутри взломанной переписки часть этих людей, семья Закаева точно была целью для них. Ахмед, как вообще что ты об этом думаешь и какие у тебя есть детали? На самом деле, Инна, я с этим живу уже последние несколько десятилетий, 2,5 десятилетия, 25 лет. Что и как я к этому отношусь? Для верующего человека, Инна, я знаю, что ты тоже верующая, для верующего человека угроза смерти и покушения – это абсолютно не страшат людей, потому что я верю, что срок, который предопределен мне Всевышним, никто его не сможет ни сократить, ни при каких обстоятельствах, и никто не сможет его продлить. И поэтому я к этому отношусь как к рабочей истории. Да? Я этим живу, мы работаем. Я-то это знал, это только что вышло в эфир, а меня предупреждали и предупреждают заранее, задолго до того, как это может куда-то выйти в такую публичную сферу. Поэтому я к этому отношусь, как к части своей деятельности и своей работы. Чем больше мы сегодня доводим истинную ситуацию до международного сообщества, до тех, кто интересуется проблемами и на Кавказе, и в России, тем ожесточеннее выступают те, против кого мы выступаем. И вот это, наверное, касается не только меня. Угроза и опасность от этой системы, от этой имперской системы, путинского режима есть для всех. Вот все, кто сегодня не согласен с тем, что делается в России и что делает Россия,
они являются потенциальными жертвами этой системы. Поэтому я призываю всех быть осторожными, внимательными, особенно тех, кто сегодня, так как вы и Андрей, работаете с открытым забралом против этой системы. Вас много, нас много, в любом случае всех нас не перебить. И я верю в то, что мы все равно в этой схватке, в этой неравной, очень жестокой схватке с нелюдями, мы победим в этой схватке, иншаллах. Я верю в это. Да, Ахмед, спасибо за эти слова. Тебе здоровья, тоже выдержки и всей твоей семье, потому что покушение готовилось на тебя и на членов твоей семьи. Правительством Чеченской Республики Ичкерия и, конечно же, в памяти всего чеченского народа, неважно, в оккупации он сегодня или в эмиграции, в экзиле. В следующем месяце, 21 апреля, все мы будем вспоминать 30 лет со дня убийства первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. И вот в связи с этим хотелось бы еще раз от тебя услышать, какие мысли у тебя вот через 30 лет после этого страшного события, потому что 4 года этой войны против Украины, конечно, дало пищу, дало повод переосмыслить роль этого человека, жизнь этого великого человека в судьбе не только Ичкерии, но и вообще всего свободного мира. Какие мысли у тебя вот в эти дни? На самом деле, Инна, я думаю, что до конца еще не произошло осмысление вот того, что было тогда 30 лет назад, 35 лет назад, когда все это начиналось, когда появились действительные национальные лидеры, герои Кавказа, которые предупреждали весь мир, куда направлены так те называемые реформы бывшего Советского Союза, теперь уже на постсоветском пространстве, великий демократ Ельцин, куда он ведет эту страну и какие подготовки ведутся для того, чтобы возродить империю уже под другим соусом. Российская империя, она меняла формы, но суть не менялась, она сохранялась. И после царской была Советская империя, после советской так называемая Ельцинская псевдодемократическая империя. Но она во всеуслышание начала заявлять, кстати, с самого начала. Просто то, что мир тогда не захотел услышать и не услышал людей, которые предупреждали, били тревогу, что Россия не перестала быть империей, что у России сохранились все те же имперские амбиции, и она начинает именно с этой позиции свое возрождение. Возрождение начиналось с Кавказа. Самая легкая жертва оказалась для них, как им показалось, это Грузия и Чеченская Республика, которая тоже восстановила свою государственность. А если говорить о личностях, конечно же, Джохар Дудаев, Звят Гамсахурди, ЛЧБ – это лидеры, которые понимали, что происходит на Кавказе и как себя ведет Россия. Но, к большому сожалению, их тогда не услышали и не услышал никто. Поэтому я думаю, что Джохар Дудаев для чеченского народа, он является эталоном чести, достоинства и мужества, и героизма. Человек, который посвятил себя и свою жизнь во имя будущего, во имя свободного будущего чеченского народа, чеченского государства, народ, который отстаивал свою государственность и свободу на протяжении нескольких столетий. И он отдал свою жизнь. Но это не только был лидером одного нашего народа, а это были люди той эпохи и того периода. А сегодня к ним могут некоторые независимые политики, независимые и не ответственные за тот период, когда это все происходило, они признают его феномен, да, и Джохара Дудаева, и Звяда Гамсахурди. А те, кто были причастны к тем преступлениям и несут ответственность наравне с другими, и с политиками, и с правозащитниками, и с журналистами, которые в то время понимали, что происходит, но в то же время занимали позицию той системы, которая сегодня стала угрозой для всего мира. Она тогда возрождалась, при этих героях. И вся их ненависть была направлена на то, чтобы ликвидировать их. Они были уверены в том, что после их ликвидации у них не будет никаких препятствий в том направлении, в котором они направились и вели свою и политику, и дела.
И практически так и произошло. Просто чеченцы и Грузия, и Азербайджан стали жертвами того периода и тех так называемой Горбачевской перестройки и понесли колоссальные человеческие жертвы и потери. И, конечно, в этом контексте вот эти лидеры, и Джохар Дудаев, и Эльчбей, и Зиад Гамсахурди, они являются такими столпами защиты демократии на постсоветском пространстве. И поэтому я думаю, что вот конференцию, которую мы наметили, является глобальным, потому что те принципы, которые отстаивали и Джохар Дудаев, и его соратники, они и сегодня актуальны. И сегодня человечество продолжает бороться с этими явлениями, то есть с теми, кто тогда ликвидировал и Джохара Дудаева, и героев Кавказа, развязав войну, оклеветав их, и, к большому сожалению, тогда мир это допустил. А вот пришло ли полное осознание всего этого? Я не готов на этот вопрос ответить, но к тому, что вот к той работе, которую делаете, ты с Андреем делаешь, Инна, и мы пытаемся делать, и есть много людей, которые сегодня пытаются вернуть нас к той эпохе и вернуть к тому, что для того, чтобы мы сегодня реально победили вот это зло, нам нужно дать оценку тем событиям, когда оно зарождалось, это зло, вернее, когда оно начинало возрождаться в лице вот этой имперской системы, которая пожирает на своем пути все. Вот этот процесс, мне кажется, еще впереди. Но мы все должны делать так, чтобы это произошло. И я думаю, с этим в большей степени будет связана и наша конференция, которую мы называем Международная конференция, посвященная гибели Джохара Дудаева. Мы работаем с депутатами Европарламента, и у нас есть ряд мероприятий, направленных на увековечивание памяти этой Украине и других европейских странах. Я думаю, мы об этом будем говорить чуть позже, чтобы нам не мешали и не препятствовали для того, чтобы мы реализовали то, что мы наметили. Ахмед, спасибо большое. И я хочу еще раз нашим зрителям напомнить, что для того, чтобы сегодня в Украине, например, да, вот так вот уже глорифицировано было имя Джохара Дудаева, чтобы он был признан как герой, чтобы в честь его имени переименовывали улицы и располагались памятные доски, была проделана колоссальная работа, в частности, вот тобой и членами правительства Чеченской Республики Ичкерия, и в том числе бойцами, которые воюют на стороне Украины с 2014 года. Была проделана колоссальная работа, потому что до этого мы знаем, что российская пропаганда навязывала вот этот миф о чеченских террористах, о такой двусмысленности, что сегодня и продолжают делать вот некоторые, даже российские правозащитники, которые в то время ездили на войну русско-чеченскую с такими как бы положительными знаменами демократии и прав человека, но выяснилось, что они были такие же носители вот этой вот самой российской пропаганды. Кроме этого, имена 5 президентов убитых, они тоже, им воздана честь по заслугам. Но вот этот феномен, когда я, например, столкнулась с тем, что я произношу имя Зиад Гамсахурди, да, имя своего президента, зная, что это настоящий герой, человек вообще с безупречным образом, как борец с этой империей. И я встречаю такой шквал негатива. Я сначала не разобралась, в чем, собственно, что я такого сделала, да, произнося это имя, почему вот в мою сторону такая агрессия. И теперь мы понимаем, что, как выясняется, вообще все эти люди, которые вот так себя вели агрессивно по отношению к этому имени и к тем, кто его произносит, что это не просто заблуждение, это не просто искаженный мозг имперца. Эти люди служили в системе пропаганды преступного государства при Ельцине. То есть они самые настоящие преступники, которые сегодня, выехав на Запад, просто пытаются уйти из-под уголовной ответственности. Поэтому они путают следы, поэтому они называют вещи не своими именами, поэтому они пытаются искать украинских нацистов в Канаде. Этим занимаются журналисты, которые работали в системе «Медиамост» Гусинского, да, «Эхо Москвы» Венедиктова. Это все, если вот называть вещи своими именами, это
преступники. Как ты думаешь, будет ли когда-нибудь восстановлено вот правильное название для этих людей в контексте того, что не только Путин является преступником в этой системе, но и Борис Ельцин, соответственно, вся эта система и военная, и политическая, и пропагандистская является преступной? Инна, конечно, само собой ничего не произойдет. Вот с того, с чего ты начала, вот что благодаря действиям наших бойцов в Украине, нашей деятельности нашего правительства, все-таки мы сумели сохранить вот эту цепь правопреемственности нашей легитимной власти, структуры. И нам в связи с войной в Украине, из-за войны в Украине, во многом удалось донести до международного сообщества суть и правду от того периода, что на самом деле происходило. Давалось ли это нам легко? Нет, конечно, это нам давалось нелегко. Это, конечно, против этого выступили столько сил, которых ты даже не предполагал, что они существуют, что они на другой стороне баррикады. Они представлялись твоими соратниками, союзниками, твоими последователями Джохара Дудаева и вот этой всей истории нашей, трагической истории. А на самом деле, оказывается, это были такая спящая агентура, которая была внедрена в наши системы и в нашу структуру. И она как бы по команде начала говорить о том, что все, что мы делаем, это мифы, которые мы пытаемся распространять. А на самом деле то, что появилось, мы сохранились, и вы появились, и вы подключились к этой работе, оно во многом все изменило. И, конечно, только благодаря нашим действиям сегодня у нас хотя бы появилась возможность говорить об этой ситуации, о той правде. И у нас очень много сегодня последователей, людей, которые хотят и слышат нас, и делают из этого правильные выводы. Я и в начале нашего разговора говорил, Инна, те, кто несут ответственность и делят, и должны нести ответственность наравне с теми преступниками, военными преступниками, людьми, которые совершали преступления, есть и та часть вот так называемой журналистики, которая обеспечивала и пыталась, проводила вот эту политику этой системы и навязывала ее всему человечеству. И да, для всех международного сообщества, для западных политиков, эти люди являлись независимыми журналистами, которые имели свою точку зрения и выражали ее. Якобы где-то они могли критиковать и Ельцина, и тех, кто совершали какие-то правонарушения, как они называли это. Они это считали издержками от тех демократических процессов, которые ведутся, начатые Горбачевым, продолжаются Ельциным. Ничего общего ни с демократическими реформами все эти процессы не имеют. Это закладывалось именно та имперская суть и сущность, которая сегодня стала угрозой для всего мира. И эти люди напрямую причастны и ответственны за это все. Не только за то, что произошло тогда, даже за то, что сегодня происходит. Потому что они, если бы они были бы честны, и если бы они не являлись бы частью вот этой системы, они признались бы в том, что да, мы заблуждались, да, это была ошибка, да, мы тогда что-то недооценили и что-то неправильно поняли. Но они продолжают оправдывать и Ельцина, и Путина, и всех тех преступников, которые совершили эти злодеяния и в Грузии, и в Абхазии, и в Ингушетии, и в Азербайджане, и в Чечении. Вот все эти злодеяния, которые были совершены в тот период, а это тысячи и сотни тысяч человеческих жизней и жертв, конечно, они понимают, и они не могут в этом признаться, потому что они не готовы раскаяться в содеянном. А до тех пор, пока они не раскаются и не будут готовы раскаяться в том, что они являются частью этой преступной системы, они это никогда не признают. Могут ли они сегодня оставаться чистыми и непричастными к этим преступлениям и к злодеяниям? Да, могут, если мы замолчим, если мы не будем выносить наружу все то, что мы знали, знаем. И мы должны доводить это все до широкой
широкой общественности, как на Западе, так и в России. И я уверен в том, что то, что мы сегодня делаем, это и есть та работа, которая направлена на то, чтобы призвать к ответу не только открытых, явных политических и военных преступников, но и всю обслуживающую сферу, которая в то время и являлась мощным подспорьем вот тех злодеяний, которые совершали тогда и Ельцин, и его окружение. И еще очень важно, мне кажется, мы всегда это говорим, напоминаем, все, что тогда закладывалось и делалось Михаилом Горбачевым, последующим Ельциным, это все было заложено и подготовлено еще КГБ, бытность директором КГБ Андроповым. Мы об этом всегда говорим. Вот был единственный человек, это Буковский, который подал в суд на Михаила Горбачева, лауреата Нобелевской премии мира, за те совершенные им преступления и в Грузии, и в Азербайджане, и в Молдове. Этот случай и доказывает и показывает, что настоящих диссидентов и правозащитников практически не было. Все они были ангажированы вот той политической системой и политикой, которая всегда тогда зарождалась и которая сегодня представляет угрозу всему человечеству. Вот откуда все это берется. И поэтому мы можем называть единицы людей. Это Александр Литвиненко на самом деле. Он понял, что происходит и что это за структура и во что это может вылиться. Все вещи, которые мы сегодня говорим, возьмите Чечен-пресс того периода, где публиковался Александр Литвиненко, он об этом говорил еще тогда, в тот период. И он тогда давал расклад тому, кто такой Путин, кто его окружение, чем они занимаются, откуда они вышли и что они выстраивают. И он за это был ликвидирован. Буковский был оклеветан этой же системой, очень грязной клеветой. Им не удалось его ликвидировать, потому что все-таки это уже была другая история, связанная с Буковским. Поэтому мы абсолютно четко должны сегодня понимать и понять, кто и что, кто стоял за всей этой системой, которую сегодня разоблачили. Ну, в любом случае мы пытаемся разоблачить и донести до международного сообщества, что это такое. И понимание этого есть во многих сегодня и в государствах, и в странах, и политики есть те, которые понимают это. Хотя есть и те, кто сегодня еще продолжает поддерживать этот преступный режим и преступное окружение Путина. Но это, мне кажется, такая агония, да, предсмертная агония этой системы, которой они всячески пытаются изменить ход событий, ход истории. Еще очень важный сюжет, который необходим вот в нарративе, который мы пытаемся восстановить, вот стопроцентный, да, чтобы не было вот этой примеси, чтобы не было двусмысленности. Это то, о чем всегда знал чеченский народ. И поэтому всегда память о депортациях, о выселении 1944 года всегда жила в чеченском народе и передавалась, даже когда это было запрещено, да, в семьях об этом говорили. И в 1991 году Джохар Дудаев сказал, как только вот угроза нависла над молодой Чеченской республикой, моментально начались угрозы из Москвы, и сразу пришли старики с информацией, что Джохар, происходит опять то же самое, что в 1944 году. Вот эта вот связь и эта историческая память, она начинает восстанавливаться в разных народах. Например, вот сегодня, да, Кирилл Буданов написал такой пост, что сегодня, 15 марта 1939 года, день провозглашения Карпатской Украины независимости. В 1941 году провозгласили во Львове независимость. Эта борьба никогда не прекращалась. Никогда ни украинский народ, ни чеченский народ не мирился с оккупацией Советской России. Не было ни одного документа подписано чеченцами с Москвой о капитуляции или о каком-то там союзе. Этого не было никогда. Звятгам Сахурдия в 90-м году уже, да, говорил об этом, что это не просто независимость, которую требует от Москвы, это восстановление государственности Грузии. И вот недавно произошло тоже очень важное событие. Ильхам Алиев
тоже провозгласил, что Азербайджан был оккупирован в 20 году, в 1920 году, поэтому Карский договор был денонсирован. Соответственно, например, вот 20 марта 1944 года, вот через месяц, да, после выселения чеченцев, была оккупация родины моего деда, Винницы. И очень важно называть это не освобождением Винницы, а оккупацией Винницы, потому что в этот момент туда зашла советская Россия, произошла оккупация. Как ты думаешь, вот что нужно делать, чтобы вот окончательно установить эту правду, чтобы не было двусмысленности, что произошло освобождение советской России, и Жуков и Конев — это герои, когда на самом деле это кровавые убийцы, которые после этого захватили еще полмира, пол Европы, и миллионы людей были убиты. Сколько можно глорифицировать этих убийц? Инна, то, что сегодня происходит, и то, что происходило последние 30 лет, с момента трансформации Советского Союза в СНГ, и с того периода, когда первые лидеры, национальные лидеры в лице Зияда Гамсахурдия, азербайджанского лидера Джохара Дудаева, они провозгласили о восстановлении государственности. С этого периода эта борьба продолжается. А на самом деле идея независимости, она всегда жила, живет и будет жить до тех пор, пока она не будет реализована. Носителями этой идеи могут быть разные люди, разные эпохи, но она будет жить и будет востребована до ее реализации. И сегодня четко можно сказать, что вот тот период, когда в 1991 году мы восстановили свою государственность, провозгласив декларацию о государственном суверенитете, она с этого времени трансформировалась в общекавказскую. С каждым разом все больше и больше людей, которые поддерживали это. И на сегодняшний день, да, и Грузия, несмотря на то, что в каком состоянии она сегодня находится, она все равно освободится и станет независимым государством. Армения и Азербайджан практически освободились и становятся независимыми государствами. А вот борьба с подавлением этой идеи независимости и с попыткой подменить все те исторические факты надуманными фактами, которыми апеллирует сегодня Путин, Мединский и другие так называемые национал-русские шовинисты, это будет существовать до тех пор, пока будет сохраняться Россия как империя. И мы поэтому всегда говорим и подчеркиваем, чтобы все это перестало и чтобы мир изменился, необходимо сегодня нам победить Россию в этой войне. До тех пор, пока Россия не понесет военное поражение, именно я подчеркиваю, военное поражение, пока она не понесет, она не изменится. Она будет существовать как империя. И вот те, кто сегодня выступает в качестве хороших русских, которые насаждают понятия такие, что Россию нельзя расчленить, Россию нельзя разрушить, Россию необходимо сохранить как целостное государственное образование, они все делают это для того, чтобы продолжалось то, что мы испытываем на сегодняшний день. Оно может иметь какое-то затишье на какой-то период, да, они снова соберутся силами, и та же политика будет продолжена. Мы этому стали свидетелем уже несколько раз, вот за последние 100 лет. 2-3 раза этот этап мы уже проходили. А пройдем ли еще раз, пойдет ли международное сообщество на это? Это во многом будет зависеть и от нас тоже. Мы не должны уставать доводить правду. Мы не должны считать, что нас мало и нас никто не слышит. Нас слышат, нас немало. Я уверен в том, что те факты, которыми вы сегодня апеллируете, Инна, Андрей, они будут востребованы. И на этом будет выстраиваться уже совершенно другая конструкция в международных делах по отношению к России. Я абсолютно уверен в этом. Но нам надо продолжать делать это. И поэтому, конечно, само собой ничего не изменится. Надо продолжать бороться, что мы и делаем. И я уверен в том, что мы в этой ситуации сможем добиться уже окончательных результатов, окончательно того, чтобы Россия перестала быть империей. Вот это и есть самый главный результат. И вот только после этого можно говорить о торжестве справедливости, о том, что
будут дана правильная правовая, политическая, юридическая оценка вот тем событиям, о которых ты сегодня напоминаешь нам и всем нашим зрителям. И только в этом случае мы можем говорить, что этот процесс, это противостояние закончилось. Ахмед, спасибо огромное. Давай традиционно в конце нашей программы на чеченском языке обращение к тем чеченцам, которые находятся и в оккупации, и в экзиле. Ассаламу алейкум, ассаламу ашаду, ваймахка, болчайга тан, махде зулма зинах эхкам, мах арбойль, водине аш болчайга. Тан вай амелях, вот ялеч, эхшара, вайдуку, амелшкина, вайдуку дица ной. Цац болчайга хаттар шхуатла, делла, дицерби, хрицу шумадац, дицерби, хуль шумадац, саа болш пайдабац. Кохвай дицерца, вайхар зулам, вай омад ядин дол зулам цадижитерца, очень тебе вайга, вайн ядин зулмаха, жваб диалордац. Духар, вай хадиештега, вай атах, вайхар дигита, вайн ялеттан дол хал, вай цлелин йол харцу, вай омад ялилин йол изалла, вай иицелита. يتسع أخت إيروش تهنا تعلونا إز حلتردو ويمخ علتردو ويقومت علتردو ويكرش ديق احترام ديق ويليلوش ديق هرديت سداليتر هرديش سديجيتر متأكد إيش قومت قاعدين دول ظلم ديجيتر قوم قاني خاد وشيو قومت قاعدين دول ظلم ديجيتر قوم تشيل إيتر إذا حالخر وقتشو إزدات أوي ويش قوم تشيل إيتيشدو قوم تشيل إيتيشدو وين إعلين الخارتو إذا أوري أقيشدو دنيا نيوزي تيشو دنيا وين إعين الخارتو خلر قبل دايت ديشدو وين إعينك تنديل تان ويبيش بوش بولت ويليوش توش ويدعوش بوش اسمع كرتش ديق ويماسخش نو ديق ويدوش تول بق ديقدو ويهر ديش سديتردو ويقر تانسان بوش بول قيرم هروي شاشدين دول ظلم وديجيتن هر داتsa داجدايتر هر دا ايلsa دايتر اوتسنخ دوتسير ويتيول غامو ويتيول ماستخل ويتغن هر هيغتsa ديش اشتلاري ويتغن وين اخليك ليليك وديتsa تدوش عوره دهان واشدل هاري قيله دهان واشدلاري صنخ وين تسحن غير قيرم خربات اتغنا وهر ديجيتر باهان دولش وين قيرم بو اما كرتش ديق حقنق جربتل ديز خلره حقنق ودين دولش وين اعلاتن ظلمه جربتل خلره تيوشل ايدو دالمولا طبعا اوكرانيا دولش حولها طبعا اوكرانيا بولو وجري وتقسم عليهش باش تمت عليهش باش صار حباش بول صار طبعا شي داهر يا اوغر تشولهج زامنا نسبه لش كيجنا بو صار هيكشتوق صار بيش بولخ إذا ويقاني يشون ويقوم قاني يشون منتهش تسجح تغنا خيتسلردو هو دنيا دي عدل حال وتس أوكرانيا عدل شحولس دوازنا خيتسلردو خيتسلوشدو تان دنيا دي عدل يشتل حال تان دنيا دي عدل حواش بولت امش دعوي شو بوليتيكا إزيجي تانت دوازدو يمشي عدول ديلدو عدول تشخينا نوخش في عدول بيلت وانبور تان ليشتيني حقاتش تشيخ مشابه دو Чех Россия империя юхчи бия чех бия болштон бац чех балиш болштон бац amma июха от Россия дол хал хитстела квечне вай хюгштолка вай Украина болж вежаш хюгштолка от Украина хош хюгштег идериги цантуач далмола вай тешду хара толымц нохчи бусолне юх ай чуах болш طولم صدق ديرزا دو وي ظلم خوش وي جواب بيهردو اقتانا ويتصح لاش توش حوليا ويتصح دعوش توش روخش وين غشتگ تاتبول ناختان هو ارينز بيلش بولج بيلت يا وي بيش بول بوخ از سيسز بيش يمل بيش سنخصا وي قومن قيرم تصريح دعوش بولبو وي قومي الصامدو دالمولا وي تانا ميلخ خينا دلا ميتش خينا دلا وي استوريا وين طبعا ايت دهم شتوش وي طبعا دحر يقش ولشات ماشو نوقع يقش بيششكا وي بيشكران دين وي حقاتش رجيو رجيق يقر وين قعدوا تاتس اغور نسم دلا وي طبعا
آرين سنستيلا مخكان نستيلا دحول عست أنت حالهين عليها شو يو أغوت نستيلا وين دلعة وكرت عالش ونها ويتصعدوا دال مولا ويتصعمدوا ويتصعنوخشيدوا ويش أربح كمبوش عالش وانتها ويقومنا مخكنا ظلم خيل هاري الأرض لا that's why أرض ليلا that's what's answer ويقومنا ومخكنا وليوش بوش موقع وليوش بوش اسمخ بيت هالعار حقنا مشروع خلعار برتقو خلعار الليل دوي تانلتس تان شلت هذا الموضوع ويش نيت ويش ويلنس قيتنس وستي حشق دول ليزا دوي أما تان قصامة دوسا ده الموضوع الحال خيتسلوك خلر ويتيش دو الحان جوردو حان جوردات إيوين سخا أما خيتسلور دو ديكش أغورا خيتسلور دو تسونو دوك ديل سديزوي تسونخ إحكت سديزوي إتس إيوشوش كان يعني خيلبوش كاتش منا خيت منا كيشكل ديسكو تغني عدوين دا ويش أمل تس ويش لامش تس ويش كاتش ديت ويش قيتم تس ويش نقع يقمت كوي سأل جاير تي وينقع مصلحتي تي بي ويتسعهم خير دو تي تنخ أتصنخ قيتشخل ديز وي تسوت إغيرت ديشتو دال مولا الله دالت إحبيرت كيويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته